нейтрально. Ну, кто успел, тот и съел, наверное. Пирамида, я не участвую. Ну, конечно, плохо. Я всегда отрицательно относилась и 20 лет назад, и сейчас, потому что пирамиды – это игра на неосведомленности людей. То есть, чем позже ты в эту пирамиду войдешь, тем больше шансов у тебя прогореть. Ну, первые, конечно, снимают сливки. Ну, я в этом не хочу участвовать. Вы знаете, у меня очень знакомые сейчас состоят вот в таких финансовых пирамидах, да, не буду называть громко, но людей туда загоняет, наверное, сиюминутная какая-то вот именно выгода, да, и в принципе все пирамиды, по-моему, построены на том, что кто первый вошел, тот и что-то получает. И пока вот, допустим, кто у меня состоит в этих пирамидах, они как бы довольны, ну, я бы не вошла бы вот в такие всякие вот пирамиды, скажем так. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это всегда было так. Это надо иметь большие деньги, чтобы у тебя были большие проценты. А если денег нет, то ты большие проценты все равно не заработаешь. Конечно, это же большой риск, и просчитать его невозможно, и в какой момент это все закончится, неизвестно. Но есть и рискованные люди, и они как бы, может быть, пока пьют шампанское, а потом не знаю. Рисковать, короче, зачем? Люди же берут кредиты и за счет этого хотят, чтобы, наверное, подняться, да? Ну, риск же очень большой, если кредит, дом в долг дают, например, да? Вот. Ну, не знаю. Личный выбор, кажется, для меня. А с другой стороны, я, например, попала в пирамиду, которая была у нас в каком году? В 94-м, да? Где? МММ, да? Да, это МММ был. Я попала. В общем, у меня маленькие суммы были, но я, допустим, 2 положила, через 2 месяца 4 сняла. Потом я положила 4, сняла через 2 месяца. Ну, в общем, у меня так получилось. И они рассыпались как раз. Так что я не пострадала. Поэтому я судить не могу. Ну, конечно, плохо, если люди большие деньги ложат. Так ведь квартиры продают, вот машины. Рисковать не надо.